Я всем подъеду. Слышно что-нибудь? Ну да, тогда сделаем просто перерыв. Ну, конечно, вы на потом, я думаю, разберемся. Я всем тогда подскажу. Вот. Все тогда. Так, кто смотрит трансляцию, насколько слышно громко? Я почему-то думал, там Дионадия. Вы там в кабинете. Думаю, блин, где что? Он вспомнил, что это это произошло. Ну, тоже, конечно, есть. Добренько. Сейчас я выскочу. Что занимался? Так, ну, вы встанете или побудете? Не, мы минут 20 сидим. Ну, я хочу представиться. Меня зовут Бухин Борис Леонидович. Я правозащитник, правозащитной профсоюзной деятельностью занимаюсь очень давно, уже лет, сколько, почти 30 лет. Советский Союз развалился, стачком и рабочие комитеты, правозащита и понеслось. По образованию я инженер-конструктор, но жизнь переквалифицировался на юриста, правозащитника. Огромное количество сотен судов, судебных заседаний. Поэтому буду рассказывать вам, как вести себя при всех перипетиях, которые общественной, политической вашей деятельности, чтобы защитить свои права. Я не буду учить вас, как нарушать закон. Я буду объяснять вам ваши права и как защищать, используя закон. Ну, вы молодь КНФ, кто в профсоюзах, то есть вы оппозиция, поэтому на вас будут направлены всякие действия властей, попытки. Вы не должны чувствовать себя виноватыми. Вы полностью правы. Полностью, абсолютно. Закон на вашей стороне. Нарушают будет закон те, кто вас будет преследовать. Ну вот, хочу сразу начать. Ну, как я уже сказал, что час-полтора работаем, все устали или еще что-то. Тогда тоже там вот, может, чайник поставьте там, пускай, чтобы если что-то по ходу захочет. Час-полтора, и потом делаем перерыв. Ну вот, хочу начать с того, что статья 4 Конституции Республики Беларусь. Так, сейчас глаза пока поменяю. Очень хорошая статья, которую наше государство постоянно нарушает. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, региональных или религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан. То есть многообразие, и никто не имеет права вам приказывать от чего-то отказываться. Я потом еще буду касаться, вот Конституция тоже. Здесь четко, где-то сейчас 33 статья Конституции. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. То есть, если к вам будут подходить, что вы, мол, в БНФ или в профсоюзе или в какой-то другой общественном политическом движении, партии, и, мол, это... Нет, почему вы нарушаете Конституцию? Ссылайтесь на 4 статью Конституции, на 33 статью Конституции. И таким образом отбивайтесь. Дело в том, что я подобные разговоры образно представляю себе как воздушный бой начала войны. Великой Отечественной войны. У немцев мистер Шмидт, у Советского Союза МиГ-3. МиГ-3 современный по тем временам, высотные,
скоростной истребитель, Мессершмитт менее скоростной, менее вооружен, но зато он внизу более верткий, а МиГ-3 тяжелый. И вот летчики, когда воздушного боя, старались затянуть друг друга на свою высоту. Затянет МиГ Мессера на большую высоту, тому опоры крыльям не хватает, воздуха двигателя не хватает, побеждает МиГ. Затянет Мессер МиГа вниз, МиГ тяжелый, неповоротливый, Мессер юркий, маневренный, побеждает Мессер. Ваша задача затянуть своих оппонентов, преподавателей, если из КГБ, кто-то из органов власти придет, будет вас запугивать, затем сразу переводить вопрос на высокий морально-нравственный научный уровень. Они сразу же будут. И дело в том, что закон на вашей стороне. Я потом буду говорить за принуждение, за угрозы. Это административная уголовная ответственность. Поэтому не чувствуйте никогда себя виноватым. Это ваше убеждение, то, чем вы занимаетесь. Вы закон не нарушаете. Поэтому поступайте так, как гражданин Республики Беларусь, которому даны все права. Далее. Хотел бы сказать, что вот Конституция Республики Беларусь является, вот есть закон о законах, закон о нормативных правовых актах. И она устанавливает основной закон Республики, Конституция Республики Беларусь, основной закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений. И вот статья 137 Конституции прямым текстом говорит: Конституция обладает высшей юридической силой, законы, декреты, указы или иные государственных органов, акты издаются на основе соответствия с Конституцией Республики Беларусь. В случае расхождения закона с Конституцией, декрета, указа с Конституцией, действует Конституция. То есть, если Лукашенко издает какой-то указ, какой-то декрет, указ, что-то, какой-то нормативно-правовой акт, и он противоречит Конституции, действует Конституция. Дело в том, что у нас очень много издано законов, указов, декретов, которые противоречат Конституции. Противоречит Конституции и закон о массовых мероприятиях. Есть заключение Венецианской комиссии ОБСЕ, Совета Европы, в котором прямо четко сказано, что закон о массовых мероприятиях не имеет, это вернее, не соответствует Конституции Республики Беларусь и Международному пакту о гражданско-политических правах. Но хочу сказать, что вот привести такой пример из советской истории. Сейчас у нас такой ситуации нет. Вот был такой диссидент, правозащитник Ковалев, имя, фамилию не помню. И вот он писал, что когда он сидел в лагере, начальник лагеря говорил им так: говорит, перестаньте жаловаться, ссылаться на Конституцию. Неужели вы не понимаете, что советская Конституция для американских негров, чтобы они знали, что в Советском Союзе жить легче, чем в Штатах. К счастью, у нас такого нет, но таких репрессий нет, но давление на вас будет. Если вы студенты, особенно студенты, вы должны учиться хорошо. Потому что то, что простят кому-то, с вас спросят по полной программе. Поэтому надо, если вы решили заниматься свободной профсоюзом, независимой профсоюзом, молодь БНФ, ОГП и прочие политические, вы должны понимать, что вы лезете в драку, значит, должны держать удар, должны учиться хорошо. Дальше. И опять к закону о нормативных правовых актах. Тоже закон о законах. Там опять же написано, что Конституция Республики Беларусь обладает высшей юридической силой. В случае расхождения действует Конституция. Нормы в Конституции прямого действия. То есть они должны применяться непосредственно, прямо применяться. Поэтому, когда к вам что-то подходит, вы говорите так: почему вы нарушаете мои конституционные права? Почему вы
не соблюдаете Конституцию, не соблюдаете мои права. Хочу сказать, что учебники в институтах по идеологии у меня вызывают смех. Там бред написан. С юридической точки зрения, с теорией прав человека, это там, ну, люди, которых, ну, не знаю, писали только то, что им скажут, не думая о науке, не думая ни о чем другом, в белорусском законодательстве. Дальше. То, что вы можете сказать своим преподавателям, начальникам, когда они вас, сразу говорите, что в Кодексе административных правонарушений и в Уголовном кодексе предусмотрена административная и уголовная ответственность, если вас начнут преследовать. Другой вопрос, насколько эти законы действуют. Вот статья 90 Кодекс административных правонарушений, статья 9.7. Плохо, что вы пометки не делаете, просто слушаете. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия в них. Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или участия в них, либо принуждение к участию в них, или же отказу от них, если нет состава преступления, влекут предупреждение наложения штрафа в размере до 20 базовых величин. Скажут вам, вот, не ходите на день воли куда-то, или еще чего-то где-то сидеть, чтобы, если вас увижу. Одно дело, если это учебный процесс, вы срываетесь, вы не должны нарушать учебный процесс или рабочий режим, если кто работает. Но если это ваше личное свободное время, сразу говорите, что это нарушение, это административное правонарушение, и я могу на вас написать заявление. Нарушение права на свободу объединения граждан политической партии или общественное объединение. То же самое. Если вам скажут, что выходи, вступай в БРСМ, а из БНФ выходи, или с ОГП, или со свободного профсоюза, или с независимого профсоюза, тоже есть административная ответственность. Воспрепятствование объединению граждан, либо принуждение к их объединению в составе, или иные общественные объединения, если в этих деяниях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин. Там и там до 20 базовых величин могут. Это действует. Дальше. Что вы можете... Вот дальше я скажу статью Уголовного кодекса, которые вас защищают. Незаконное собирание либо распространение информации о частной жизни. Статья 179 Уголовного кодекса. Незаконное собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица без его согласия, повлекшее причинение вреда правам и свободам и законным интересам потерпевшего, наказываются общественными работами, либо штрафом, либо арестом. А это уже штрафы там по уголовным статьям очень большие, минимальные. Точно не помню какие, но там большие штрафы. Или арест. И арест уже не 15 суток, а до 6 месяцев может быть, потому что это уголовный арест. Я расскажу такой случай. Девушка в нашем майорско-продавочном центре была, но она уже давно закончила учебу и уехала, где-то замуж вышла, давно это было. Но когда преподаватель к ней подошла и начала, где что выспрашивать у ее подруг, друзей, где она бывает, что и потом к ней предъявлять претензии, она сказала, еще раз, 179 статья, часть 1. Незаконное собирание. Пишу заявление о возбуждении против вас уголовного дела. Побелела, покраснела, отскочила и больше на к ней не подходила. То есть вы четко можете говорить так. Какое ваше дело, где я бываю? Мое личное уголовное преступление. Вот конституционные мои права. И дальше не ваше дело. А кто больше за Беларусь, вы или я, это я еще потом скажу. Вот еще большой-большой вопрос.
Далее. Есть статья 190 Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан». Умышленное прямое или косвенное нарушение либо ограничение прав и свобод, либо установление прямых или косвенных преимуществ гражданам в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, это ваши убеждения, принадлежности к общественным объединениям, то же самое, причинившие существенный вред правам, свободам и законным интересам, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет. Тут уже очень серьезные вещи. Или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью или без лишения. То есть здесь уже статья, если к вам ваш куратор, институтский начальник какой-то еще начнет предъявлять, что вот такое всякое, смотри, можешь поплатиться. То есть вам надо просто знать. Воспрепятствовать законной деятельности общественных объединений. Если вы считаете, принадлежите какому-то общественному объединению, оппозиционному или нейтральному к властям, или же политической партии оппозиционной, то вот воспрепятствовать законной деятельности общественных объединений, либо вмешательство в их законную деятельность, повлекшее существенное нарушение их прав и законных интересов, наказывается штрафом или лишением права занимать определенные должности, опять же, или исправительными работами на срок до 2 лет. То есть в данном случае это, в общем-то, действует. Тех, кого заставляют, кто не по убеждениям действует из ваших начальников, преподавателей, а кто, ну, кому сказали, кому дали лампочку, он просто выполняет приказ. Объясняете это дело, и очень часто, практически всегда они от вас отстанут. Говорят, нахрена мне это надо? Другое дело, что, конечно, я еще раз говорю, вам, если вы студенты, вам надо учиться хорошо, чтобы вас отчислят не за политическую деятельность, нет, вас отчислят за неуспеваемость. Какой-то хвост вам просто его не дадут пересдать. Если вы работаете, с вами могут не продлить контракт. Но это уже ваш выбор, ваш гражданский выбор. Дело в том, что когда я только начинал, когда Советский Союз развалился, каждый перелом выдвигает своих лидеров. Ну и одним из таких лидеров я на заводе, на Могилевском заводе был я. И когда нас стали притеснять, прижимать, буквально угрожать нашим семьям, у меня была мысль как-то защищаться. Хотели создавать чуть ли не отряды самообороны или еще что-то. Ну, крутые 90-е, начало там, вы из истории знаете. Но мне сказали нет. Появится сила в руках, захочется ее применить. Но если ты сегодня за кем-то придешь, завтра обязательно придут за тобой. Никаких разговоров. И я говорю, а что делать? И мне тогда четко объяснили. Если хочешь перемен, то не подставив спину под дубинки, ничего не изменишь. То есть это ваш сознательный выбор. Ненасильственное сопротивление. Не подставив спину под дубинки, вы ничего не измените. Но защищаться надо грамотно, надо знать законы. Надо превосходить их в знании законов. Да, они их нарушают, но законом. Но вы не они, вы должны знать законы. И их использовать в свою защиту. Так. Что еще я хотел бы сказать? Вот для начала. То есть, вот, изучайте Конституцию. Первым делом изучайте Конституцию, свои права. Четко статьи прямого действия, они прямым текстом говорят, что уже я зачитывал, каждый имеет право на защиту незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных или сообщений, или на ее честь и достоинство. У каждого есть своя честь и достоинство, на присущих вам всем нам от рождения. Если вы его уважаете, считаете, то вы имеете полное право на защиту. А защиту я вам зачитал, что закон предусматривает и уголовную, и административную ответственность за нарушение ваших чести, ну и гражданскую. Можно подать иск в суд о защите чести и достоинства деловой репутации. Однажды было такое, что
сотрудники милиции, на которых мы подали жалобу на незаконные действия, требовали возбудить против них уголовное или административное дело, нам отказали, ну и потом через суд мы доказывали, пытались возбудить. А то, что они незаконно задержали людей, когда они хотели ехать на свою конференцию, собрание там куда-то, их был большой перехват по всей Беларуси. И когда они держали, ну, люди, это где-то 2007 год был, после первого разгона площади в 2006 году, они говорили милиции, что, мол, власть сменится, придется за незаконное действие отвечать. Не по тем законам, которые будут, а за нарушение этих нынешних действующих законов. И они написали тогда в суде, когда их вызвали свидетелями, они сказали, что они нам угрожали. Чем угрожали? Что судами, прокуратурой, вышестоящим начальством, и что когда придут к власти, нас повесят. Но мы тут же подали иск о защите чести, достоинства, деловой репутации правозащитников. Тогда много правозащитников ехало, ну, кто занимался правозащитой, профсоюзников. И вот я в суде был представителем, доказывал, что мы стремимся в Евросоюз, там смертная казнь запрещена. Так что за свою жизнь не бойтесь. А если вы нарушили закон, то будете отвечать. Поэтому, еще раз говорю, ненасильственные действия. Дело в том, что, да, бывают случаи, когда достают очень хорошо и хочется быстро решить вопрос. Но дело в том, что простые решения вопросов, это когда насильственные какие-то быстро думаешь, быстро получишь результат, прибегнув к насильственным действиям, терроризму или же каким-то другим действиям, нарушающим закон и порядок. Дело в том, что, хочу сразу сказать в правозащитной связи с этим, права человека не универсальны, только два права: право не быть в рабстве и право не подвергаться пыткам. Все остальные права могут быть ограничены в законном порядке. В том числе один из законных оснований ограничения прав – это государственная и общественная безопасность. Поэтому любые насильственные действия влекут за собой законные основания для полиции и милиции по ограничению ваших прав. Поэтому только ненасильственные действия. Еще раз говорю, не подставив спину под дубинку, ничего не изменишь. Но здесь вот уже ваш морально-нравственный выбор. Так. Что еще? Теперь хотелось бы сказать вот еще о чем. Как вести себя с милицией. Вы идете на улице, буду рассказывать, вы решили раздать листовки, расклеить что-то. Вам подходят сотрудники милиции. Ни в коем случае их не провоцировать и не шутить. Сотрудники милиции в основном всегда действуют с реальными преступлениями и правонарушениями, с реальными преступниками и правонарушителями. Они заточены на это. У них уже профессиональная такая, они профессионально действуют. У них реакция мгновенная. Поэтому, если они от вас что-то требуют, особенно если милиционеры, это космонавты, это с автоматом, с оружием, с пистолетом, выполнять беспрекословно. Жаловаться будете потом. Начальство. Там же. Дальше. Если они у вас спрашивают, есть ли у вас взрывные устройства, не шутите. Не шутите. Я расскажу такой случай. Человек заходит в Бобруйске,
коллега такой был, вернее, есть, он заходит, а он уже давно с милицией воюет. То есть он пишет на них жалобы постоянно, особенно в плане с ГАИ. Там выслеживает их, снимает нарушения правил дорожного движения милиционерами и пишет на них, достает их. Ну, и они в ответ уже неоднократно его задерживали, на сутки сажали, штрафовали. Ну, бывший офицер, уже крепкий, поэтому он так действует. И вот он приходит в очередной раз в Бобруйское, управление внутренних дел Бобруйское. Его спрашивают, взрывное устройство у вас есть? Или какие-то запрещенные, взрывные какие-то? Он берет, говорит, сотовый телефон. Вот он тоже может взорваться, батарейка в нем может взорваться. Пошутил. Тут же получил протокол административном правонарушении и штраф за ложный донос. То есть поймите одно, они не воспринимают шуток. Они находятся на службе, выполняют свои инструкции должностные, и у них уже условный рефлекс, мгновенная реакция на все. Поэтому ни в коем случае. Если вы приходите, к примеру, в универмаг наш, а там стоит, вот я рассказываю вам реальный случай, а там кто-то забыл сумку, оставил на виду, и тут же вели, кто-то позвонил, приехал спецназ, приехали саперы, ну, думает, мало ли кто-то что-то взорвать решил. Ну и, естественно, поставили милицию на входах, никого не пускают. Если вас не пускают, но вы грамотны, знаете свои права, ни в коем случае не качаете прав перед постовым, перед часовым. Был такой случай, когда человек стал говорить грамотно очень, мол, качать права, ну а тот его еще пожалел его, хотя он имел полное право положить его лицом вниз и потом на 10 суток разбираться. По уголовным делам имеет право выяснять положение. Поэтому человек вооруженный, человек при исполнении, он выполняет приказ. Не надо с ними спорить. Далее. Вы идете, раздаете газеты. Листовки, все это, да. Есть, если не зарегистрированные газеты, то там без вопросов. Если вы их сами напечатали, сам издат какой-то, да, по закону СМИ до 299 экземпляров. Можно, выше это уже превышение. Поэтому к вам подходят милиционеры. Просьба. Руки в карманах не держать. Они воспринимают это как угрозу. Они должны видеть ваши руки. А вдруг у вас там нож, вдруг что-то еще. Дальше. Когда разговариваете, когда милиционер подходит, вы нарушаете, сразу спрашиваете, что нарушаете. Что мы нарушаем? Пусть он скажет. Дело в том, что милиционеры часто сами не знают, что вы нарушаете. Ему сказали вам это, вот он, а что он не знает. А дело в том, что сотрудник милиции должен подойти, представиться и сказать, вы нарушаете то-то и то-то. И предупредить вас. Но в данном случае очень часто они просто не знают, что вы нарушаете. Когда вы начинаете так разговаривать, они теряются. Очень часто теряются. Могут и отстать от вас. Далее. Если подошла группа, разговаривайте только со старшим. Не надо на них, на всех наезжать. Старайтесь говорить со старшим, а остальных призывать свидетелей. Вы должны расколоть, постараться расколоть их. Если вы начнете на них всех, да вы такие-сякие, да вы пошли, у меня права и все. Да, вполне возможно, скорее всего, вы правы, что нарушаются ваши права.
но при этом вы даете основания им применить против вас физическую силу. Для того, чтобы применить физическую силу, должны быть основания. Они имеют право, но только в строго определенных основным законом случаях. Если вы начинаете себя вести неадекватно, они просто могут применить силу. Дальше. Никогда не хватайте милиционера за рукав. Вот вы начинаете жестикулировать, вы возбуждены, его за рукав. Ни в коем случае. Это уже статья административная. Вы сразу заработали себе до 15 суток, если они захотят это использовать. Четко, вежливо разговаривайте, уверенно с ними. Ни в коем случае не провоцируйте их. Далее. Если вас задерживают, вас имеют право задержать по административным делам до 3 часов. То есть выяснить ваше мнение. Если вы идете куда-то, обязательно документы с собой. Обязательно в трезвом виде. Вы представляете свою партию, представляете свою организацию. И вас, если вы пришли в пьяном виде или запах, это все основания. Пришли без паспорта, по закону они имеют право до 3 часов вас держать. Они могут даже вас задержать и поить кофе 3 часа, чтобы все закончилось без вас. Поэтому паспорт, сразу предъявляете паспорт. У меня есть паспорт, все, вот я. Паспортные данные вы должны сказать. И еще сразу, когда идете куда-то заниматься политической деятельностью, или вот выборы скоро будут, через год где-то примерно выборы начнутся. Тут у нас президентские и парламентские, их будут разводить, когда точно еще неизвестно. Но я думаю, через год уже начнется избирательная кампания. Какая-то из них начнется. У вас должны быть телефоны, кому позвонить. И еще вы имеете право на звонок. Но это не значит, что вы сами можете. Они по вашему требованию должны при вашем задержании вас должны дать возможность позвонить, или они должны позвонить, сообщить, что вы задержаны, или же должны дать вам. Ну, зависит по-разному. Не, бывают случаи, что они не дают звонить. Потом ваши друзья, коллеги бегают, ищут вас, где вы находитесь. Но обязательно вы даете информацию, куда, как. Ну, лучше, конечно, не родителям. Это вы перепугаете маму, папу. Поэтому пусть это будет брат, который знает, у которого есть список ваших друзей, телефона. Или же лучше своим коллегам, старшим товарищам, чтобы тогда они звонят мне или кому-то приезжаем. Все. Таким образом. Что еще хотелось бы сказать? Вы, когда вас задерживают, сейчас обязателен протокол задержания. Требуйте составления протокола задержания и сразу фиксируйте время. То есть время 3 часа тикать начинает с момента вашего задержания. Спрашивайте, я задержан? Нет, не задержан. Ну, туда я пошел. Нет, вы не можете. Ну, значит, это фактическое задержание. Дальше. Помните, адреналин стирает память. Поэтому, когда где-то что-то все записываете. Ручка, блокнот у вас должны быть с собой. Сотрудники милиции обязаны представляться. Они могут назвать номер, если у них жетон есть какой-то, или бейджи. Записывайте. Вы забудете. Потом кто, что, чего у вас это.
А это важно. Когда вы спрашиваете фамилию, имя, отчество, должность, звание, где служите, в каком подразделении, откуда вы, это во многом охлаждает пыл. Но обычно представляете старшие. Остальных, если сможете, запишите. Потому что надо будет знать, кто, что, как. Далее, когда вы, такой совет, вот вы идете, сбор подписей во время выборов, раздача агитационных материалов, а вас хотят их забрать. Никогда не ложите туда личные вещи. Никогда не ложите туда личные вещи. Может случиться так, что вас забрали, вы в большой компании идете, раздаете, вас забрали, сумки забрали у вас, а потом начнут, чья это сумка, вы молчите. Тогда они начинают вытаскивать ваши перчатки, зонтики, шарфики и спрашивают. Конечно, это не уголовное дело, никто оттуда биологических материалов, отпечатков пальцев брать не будет. Они уже будут довольны тем, что вы откажетесь, промолчите, уже тем самым понесете эту мелкую потерю. Поэтому все газеты, листовки держите отдельно. Далее, когда вас ведут уже задержали, начинается протокол опроса. Составляется протокол, переписывают ваши данные. Ваши данные вы должны сказать. Кто, что, где, откуда. Это паспортные данные. Что у вас в паспорте? Фамилия, имя, отчество, место проживания, год рождения. Ну, место работы, это учеба по вашему усмотрению. Захотят, они сами все это установят. Потом протоколы опроса, протоколы, ну это в основном по административным делам. В уголовном протоколы уже допросов идут, но разницы большой нету. Как вести себя в милиции? Применяйте правило 3 «не», но я говорю, вообще всегда говорят правило 3 «не». Я же всегда добавляю еще правило 5 «не». 5-6. Ну, тут уже в зависимости от ситуации. Не верь, не бойся и не проси. Ни в коем случае. Не верь, не бойся и не проси. Потому что поймите одно. Сотрудника милиции задача одна. Составить на вас протокол и отдать дело в суд. Значит, он свою работу выполнил. Он будет вам все, что угодно говорить, но вы ему ни в коем случае не верьте. Его задача одна – вас на штраф или на сутки отправить. Могут разыгрывать доброго и злого полицейского, ни в коем случае не верьте. Второй – это не бойся. Ну, как я говорил, только проявите страх, он это увидит, он вас дожмет. Следующий вопрос – это не проси. Понимаете, если вы что-то у них, кроме воды, сходить в туалет, все остальное, даже сигарету, терпите. Как только вы просите сигарету, что-то, чего-то, вы попадаете в такую психологическую зависимость. Они, пожалуйста, все это и начнут раскалывать, разговаривать. Дальше. Еще несколько «не». Первое. Если у вас хотят изъять что-либо, только протокол изъятия. Просто так. Дайте мне ваши ботинки, дайте еще что-то. Пожалуйста, протокол изъятия. Чтобы потом у вас ваши следы
особенно это в уголовных делах, ваши ботинки, ваши следы где-нибудь не засветились. Когда были. Есть протокол изъятия. Все, вот там указывается время, вопросов нет. Поэтому ничего не отдавать без протокола изъятия. Дальше. Ничего в руки не брать. Посмотрите, это ваш нож? Вы взяли и оставили на нем отпечатки пальцев. Ну, рассмотрите, это ваша бутылка. Откуда вы знаете, с чем эта бутылка? Где она побывала? И какие на ней следы? В крайнем случае взяли ручку, взяли что-то еще, так это покрутили, если вдруг какое-то сомнение, так? То есть ничего в руки не брать. Если вас задержали в машине и просят открыть, или вас сказали, откройте сумку, что у вас в сумке? Откройте. Ну, не буду открывать. Не сопротивляйтесь, но говорите, сам открывать не буду. Не багажник открывать. Если машина, ключи на капот, открывайте сами. Но с понятыми. А зачем? Ну, если они начинают, а зачем? А если вдруг там ничего нету, уйдете. Вот именно, что там ничего нету, но тогда у меня будет доказательство того, что вы меня задерживали, что обыскивали, вернее, осматривали. И тогда у меня будет доказательство того, что вы мне действовали незаконно, и у меня будет основание написать на вас жалобу. Когда вас задерживают, почему еще нужен протокол задержания, чтобы потом вам не сказали, что мы вас в глаза не видели. У меня было неоднократно такие случаи. От 2, 3 до 6 часов. Вот так вот сижу на стуле милиции. Пройдемте. Ну, пройдемте. Сидишь на стуле, уйти не дают. Потом пишем жалобы, что вот нас незаконно задержали и прочее. Получаем ответ, а мы вас в глаза не видели. Поэтому, чтобы этого не было, это надо фиксировать. Но еще раз говорю, обязательно сразу ручку записывайте, кто из вас, кто вас задерживает, кто какие действия предпринимает против вас. Ну вот этот момент. Дальше. В квартиру, в комнату, вот сюда войти. Так. Милиционер всегда стучит, ну или кто-то, ну, правоохранительные органы стучат, можно ли зайти. Они всегда спрашивают, такой-то, такой-то, можно ли войти. Люди обычно, видя погоны, говорят можно. Ну и попались. Дело в том, что в помещение сотрудники милиции, КГБ, прокуратуры имеют право войти в обычных ситуациях, в обычных стандартных ситуациях, житейских, только с вашего согласия. Как вампир. Как вампиры, пока в дом не пригласили, да, не могут заходить. Нет, ну да, то есть здесь вопрос в том, что без вашего согласия им надо постановление следователя, санкционированное прокурором, или же санкция прокурора, ну, короче, да, точка, в котором будет четко сказано. И еще, они имеют право зайти в ваше помещение, если они кого-то преследуют. Или у них есть полагать веские основания, что здесь совершается преступление. Ну, или кого-то укрывают, да? Ну, или укрывают. Ну, то есть, они потом должны будут отчитаться за незаконно. Они потом, если у них не было оснований, то... Поэтому сразу говорите нет. Нет, нельзя. Что вам надо? Документы. Ждите. Выношу документы. А что, чего, это мое право. И еще, когда вы пользуетесь своими правами, вы не обязаны объяснять, почему вы им решили воспользоваться. Это хочу пользуюсь, хочу не пользуюсь. Это ваше право. Своим правом. Поэтому никогда. Я хочу рассказать такую ситуацию.
лет 10 назад, может, было. Назад, может, меньше, больше, не помню. Офис БНФ был на Циолковского. Был День воли, 25 марта. День образования Белорусской Народной Республики. К этому дню, вернее, не было, это март был, но близко к этому было. Я тоже людям говорил, не пускайте, не давайте разрешения милиции заходить. Там было море листовок, который 25-му. Мне звонят, вот милиция ворвалась незаконно. Я срываюсь, прибегаю туда. Сидят сотрудники милиции, и эти пачки листовок, не знаю, сколько там тысяч было, пересчитывают. Нет, они просто пересчитывают. 299 можно, а все выше это уже превышение, нарушение закона о СМИ. Я говорю, что-то вы ворвались? Они говорят, а мы не ворвались. Как так? Что? Говорят, мы постучали, нам открыли. Во-первых, должен быть здесь глазок, желательно, кто там стоит за порогом, чтобы вы знали, кто это, открывать, не открывать, или разговаривать через дверь. Мы спросили, можно ли войти, нам сказали, можно, но мы и вошли, когда вошли, мы увидели. Раз они увидели, значит, у них появилось основание начать действовать. Ну и чего, сколько раз вам было объяснять, чего вы туда вошли. Кстати, хочу сказать, что там было несколько сотрудников в форме и один в гражданском. Вот был как раз Дмитрий Соловьев туда, мы с ним были. Он прибежал, и он потом подъехал тоже, потому что в тот момент он не был. Сотрудников милиции мы переписали, они без вопросов нам сказали, кто они, откуда, должности свои. Мы записали, а в штатском стоит, а вы кто такой? Он говорит, а я зам по идеологии. Дело в том, что раньше было отдельно, узко, именно заместитель по идеологии начальника, по идеологической работе. Это сейчас они сделали зам по идеологии, работе с молодежью и прочее, по культуре. Объединили несколько, потому что идеологам, в принципе, делать нечего, они дармоедными были. Я им сразу беру и зачитываю статью 4 Конституции, что идеология политических партий, религиозных и иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан, и что осуществляется на основе многообразия. Я говорю, и что вы, идеолог, делаете в офисе оппозиционной партии, которая совершенно другую идеологию исповедует. А вы понимаете, что вы занимаетесь антиконституционной деятельностью. Я тогда ему говорю, смотрите, вы навязываете в качестве обязательной для граждан идеологию правящей элиты, то есть группы. А здесь прямо и сказано, что не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан. Но так что говорю, вот власть сменится, придется отвечать за антиконституционную деятельность. При этом, раз вы занимаетесь антиконституционной деятельностью, значит зарплату получаете незаконно. Так что смотрите, придется еще возвращать денежку. Короче, к тому же говорю, а раз вы еще в офис оппозиционной партии вошли, в форме понятно, а вы-то кто такой? Я не знаю, он из милиции или с администрации был района, то он там не помню, он в штатском был. Говорю, так что смотрите, вы получите уголовное дело за нарушение вот то, что я вам зачитывал. Он сразу побледнел, говорит, а у вас валидол есть? Мы же с Дмитрием испугались, говорим, стали искать. Ну, вроде посидите, знаете, водички попейте. А милиционеры сидят и ухмыляются. Поэтому таким вот образом, то есть, если к вам приходят, они должны предоставить вам бумагу на осмотр. Вот когда у меня в офисе забирали компьютеры,
то у них была бумага, санкционирована. Вроде на обыск. Да, но не обыск, осмотр. Осмотр и изъятие. Там компьютеры забрали наши. Их очень интересовало, что в наших компьютерах. Поэтому, кстати, если вы занимаетесь, то на компьютерах должна быть система защиты. Хорошая система защиты. Вы парни молодые, это для меня тяжело. И нудно все эти процедуры. Да, да. И когда у меня забрали, хоть я дважды проходил эти компьютерную безопасность, когда у меня забрали компьютеры, они еще были открыты. Мне надоело с этими всеми возиться и прочее. Ну, правда, ничего, кроме моих жалоб, там ничего не было. Поэтому они, ну, пускай почитают. Поэтому таким вот образом. Далее. Как вести себя на допросе? Вот жалко, что вы не записываете. Есть такая аббревиатура ПЛОТ. Это протокол, личное, Л, отношение к делу и допустимое. Дело в том, что никаких показаний, разговоров без протокола с милицией не вести. Поймите, когда вас будут пугать протоколом, сразу на него соглашайтесь. Протокол – ваша защита. Они пугают протоколом, но они прекрасно понимают, что протокол – ваша защита. Если он разговаривает без протокола, они профессионалы, их учат. И еще, никогда не пытайтесь их переиграть. Никогда. Следователь обучен, имеет опыт, и он всегда не пытайтесь блеснуть интеллектом и прочее. Вы все равно проиграете. Поэтому требуйте протокол. Если протокола нет, давайте поговорим. Ну, разговаривать. Я не хочу с вами разговаривать. Разговариваю с своей женой, с друзьями. Если, когда, кстати, приходят они к вам стучаться, мы хотим с вами поговорить, дверь не открываете, кто милиция, у вас что хотите поговорить, не хочу с вами разговаривать. Пока он не покажет вам постановление, подписанное следователем, прокурором, или кем-то, ну, уполномоченным лицом, пошел он нафиг. Стоит под дверь. И было неоднократно, что они сидят, вот нашу журналистку одну, Алину Скребунову, целый день сидят под дверью, ну и пускай сидят. Другое дело, что и вы тоже будете в квартире сидеть, потому что как только выйдете, вас задержат. Но без бумажки они войти к вам не могут. То же самое с протоколом. Вот расскажу такую ситуацию. Вызвали девчонку одну, ну это много лет назад уже было. Она в Польшу ездила, вернулась, в Белсад ездила. И, вернее как, она ездила в Польшу и предъявила, что она в Белсад, знаете, что такое, да? Хотим с вами поговорить. Ну давайте поговорим. Вот вы ездили в Польшу, что? Он начинает. Какие в Польше мужчины? Какая в Польше погода? Какие что? Нас не интересует. Меня не интересует, что вы говорите. Если вы разговариваете без протокола, так, вы можете говорить о чем угодно. Ему надоест. Дело в том, что очень часто сотрудники милиции не знают, что писать. Они знают, вот, дали им команду. Поймите одно. Это по уголовным делам они очень качественно готовятся. И то, вернее, не всегда качественно. По административным делам, когда у них выше крыши другой реальной работы, будет он еще заморачиваться на вас. Вызвали его. Ему надо выведать у вас, что на вас написать. Вытянуть. А он умеет, они психологи. Хорошие. Любое слово, может быть, вот если вы знаете
Ну, вернее, все смотрите американские фильмы, детективы. Помните, что там говорится, помните, что вы можете хранить молчание. И помните, что каждое слово может быть и будет использовано против вас в суде. У нас это не предупреждают. Они стараются из вас вытянуть всю информацию. Они умеют ее так подвести, что вы даже не заметите, как все расскажете. Поэтому говорите то, о музыке, о чем угодно. Вот где вы себя специалистом считаете, вас эта тема интересует, вы начните его с ним это. Пока протокол не начнет писать, вы ничего не разговариваете с ним. Ни протокол вопроса, ни протокол о правонарушении. Любое. Начнет писать? Да. Дальше. Это П. Протокол. Система плода. Личное. Вот 27-я статья Конституции. Сейчас вам зачитаю. Запомните, очень качественно запомните 27-ю статью Конституции. Никто не может принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. Очень часто весь протокол опроса или допроса заканчивается статьей 27 Конституции. Она продублирована и в Кодексе об административных правонарушениях, вернее, процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальном кодексе. Полностью продублирована. То есть вы можете отказаться давать в отношении себя показания, любые показания. И они не имеют права. Близких родственников. Значит, а где папа, а где мама, как не ваше дело. То, чем занимался. То есть это ваша защита. То есть на личные вопросы. И даже если вы свидетель, даже дело в том, что об ответственности предупреждаются только свидетели и потерпевшие. То есть они несут уголовную или административную ответственность в зависимости от процессов. В гражданских и уголовных делах уголовную ответственность, в административных административную ответственность за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний. Здесь же вы, если же вы, как лицо, в отношении которого начат административный процесс, ну, вас взяли с газетами, где-то чего-то, то вы имеете право не говорить вообще. Или имеете право врать. Ложь тоже средство защиты. Это вот умер, это не помню, лет 10 назад, может быть, один из лидеров коммунистов. Бывший офицер, орденоносец, в горячих точках, уважаемый человек. В его офисе партийном у коммуниста БНФовцы и ГПшники сидели, и этот коммунист еще их разнимал, когда они чуть не драться начинали. Он смеялся, говорит, ой, я коммунист должен, а БНФовцев разнимать. Ну и он очень уважаемый человек, когда он умер, инсульт произошел, несчастье такое. Ну и собралось все, кто его знал, все партии, все двинулись дань уважения отдать на похороны. Я был в машине с Костущевым, еще две женщины с нами были, тоже активисты БНР. Ну, Костущев, вы знаете, это руководитель сейчас был, тогда он руководил областной организацией. И нас остановила милиция. А у нас траурная, бело-червоная повязка, бело-червоно-белая повязка и траурные ленточки были на рукавах. Милиция остановила нас не пускать. Говорит, ну ладно, мы там смотрим, ну блин, будем еще за этого цепляться. Ладно, нам бы на кладбище приехать, там выступить. Я беру у всех, собираю ленты, это эти
повязки себе в сумку. Прямо на глазах у милиции. Там за начальника Октябрьского РУВД, кажется, был во главе. Подполковник там крутился. Я говорю, все, у нас ничего нету. Он говорит, а что там? А ты в сумку положил? Говорю, я ничего не ложил. Хотя буквально у них на глазах все туда засовано. Там ничего нету. Открой, не открою. Говорю, ты лжешь. Я говорю, ложь средства защиты. Открой. Я говорю, хочешь открыть мою сумку? Вот. Я ложу, сам открывать ее не буду. Ну и, короче, пока бегали понятых, пока что вообще шарахаются. Короче, во всяком случае, 2 часа мы так, когда уже процессия вернулась назад с кладбища, только тогда нас отпустили. То есть это ваша защита. Если в лесовых отношениях, которые есть административный процесс, то все средства хороши. Против вас нарушают закон, поэтому если вы скажете прямо им, что у вас ничего не было, хотя может что-то и было, это ваше. Пускай они доказывают. Обязанность доказывания лежит на милиционере, на следователе, на прокуроре, на суде. Они должны доказать. Вы ничего не обязаны. Даже если вы будете молчать, это ваше право доказывать свою невиновность. Вы можете вообще замолчать и ни с кем ничего не разговаривать. Далее. Это то есть то, что касается личного. Дальше. Отношение к делу. Дело в том, что если начинается какой-то процесс уголовный или административный, задавать вопросы не всякие имеют право, только те, которые относятся к делу. Закон запрещает сотрудникам милиции, прокуратуры, судам задавать наводящие вопросы. Если вас задержали, начиная спрашивать, а где ваш папа, мама работает, то это имеет отношение к делу. Какое это имеет отношение к делу? Где ваши друзья, там что-то? Они зададут несколько прямых вопросов, которые имеют, а потом несколько, чтобы выведать. У них своя схема, они умеют, они обучены этого делать. Поэтому никаких личной дополнительной информации. Есть такая пословица: каблук расшатался, можно упасть. Язык разболтался, можно пропасть. Поэтому какое это имеет отношение? Я знаю, какое. Этот вопрос не имеет отношения к делу, отвечать не буду. Мы сами определяем, да? Да, но они начинают, да, ну очевидно. Если вас вызвали, это когда вас задержали, там очевидно все. Если вас вызывают в КГБ, в милицию, в прокуратуру повесткой. Хочу сразу сказать, что если вас по звонку или по СМС, идите вы нафиг. Да я могу, потому что я хорошо подготовлен, и иной раз мне это интересно с ними, их проэкзаменовать. Я могу пойти по звонку, потому что я знаю все. Вам, чтобы не исчезнуть, чтобы потом вас не бегать, не разыскивать, присылайте повестку. Повестку, вручите повестку. И они знают, они даже наручным присылают. Присылают уже тех, кто активистов наших, которых уже не раз, они знают, они уже ученые начинают ловить, чтобы вручить повестку. Поэтому не идите без повестки. СМС-ки присылают. А откуда я знаю, кто ты? Лепший сябра меня решил разыграть. Да идите вы нафиг. Вот когда придет, тогда это и будем. Дальше. Когда они вас спрашивают, говорят, запиши, если вы считаете, что это не имеет отношения к делу, запиши сначала вопрос в протокол.
он начнет, если он законный был, вопрос, да, он его запишет. Если это не имеет отношения к делу, он его писать не будет. Потому что он за это ответит потом. Потому что можно нажаловаться, что он нарушил все эти процедуры, и его привлекут к дисциплинарной ответственности. То есть наводящие вопросы. Этот мужчина был в красной куртке. Это наводящий вопрос. Должны задать вопрос, в чем был одет тот мужчина. Нельзя такие вопросы. Поэтому надо требовать, чтобы сначала записали вопрос, а потом это. Вы имеете право собственноручно давать показания. Вы имеете, и лучше, конечно, если вы подготовлены, то лучше этим самому заниматься, писать собственноручно. Мне однажды пришлось защищать сотрудника милиции, восстанавливать его на службе. Его уволили незаконно, и он пытался восстановиться на службе. Ему доставалось до пенсии, но ему это важно было. Он, во-первых, писал заявление, что он не справляется, просился на понижение, а потом ему отказали, а потом случился побег опасного преступника. А он доказал, что он, во-первых, нарушение было конвоиров там и прочее. И он доказывал. И вот я смотрел, какой его был допрос. Там же было возбуждено уголовное дело по факту побега. Потом он требовал денег, чтобы ему зарплату. Все, что ему полагается, чтобы ему выплатили. Я посмотрел, как допрашивали менты ментов. Тот, кто вел допрос, следователь, пишет вопрос, расписывается, переворачивает, пишет ответ, расписывается. И вот таким вот образом. Все было. Это самый лучший вариант. Дело в том, что когда обычно они сидят и печатают. Вас опрашивают, они печатают. Кстати, извиняюсь, по времени сколько тут у меня, чтобы... Почти половина 6. Еще время. Тайм. Так, это я сбился. Пишем, отпечатай рукой. Ну да. Вот они печатают. Он задает вопрос в одной формулировке, так, а записывает в другой, той, которую он более развернуто, чтобы вытянуть с вас побольше информации, а пишет уже как надо быть. Дальше вы говорите одно, а он пишет по-другому. Очень важно. Вы знаете, где поставить запятую. Казнить нельзя помиловать, казнить нельзя помиловать. То есть, или же какое-то слово. Это важно. Вы не юристы, вы не знаете, к чему это может привести. Он-то прекрасно это понимает. Поэтому стараться сказать разрешить, не сидеть напротив. Я хочу видеть, что вы печатаете. Чтобы вы, особенно, это у меня вот зрение плохое. А так, если у вас зрение хорошее, вы сели, чтобы следить. Нет, вы не так задали вопрос. Почему вы пишете вопрос совсем по-другому, чем вы мне задали? Почему вы пишете не то, что я вам сказал? Это не важно, для меня важно. Он обязан. Далее. То есть, чтобы не было не относящихся к делу, чтобы с вас ничего не вытянули. Вопросы. Далее. Допустимые доказательства. Плод. Отношение к делу я уже рассказал, да? Что только относящиеся к делу. Все остальное не имеют права задавать. Они просто им запрещено задавать закон. Они нарушают сами законы, если что-то спрашивают, не относящиеся к делу. Здесь из двух частей состоит. Первое. Что такое допустимое?
Есть статьи, соответствующие и в Гражданском, и в Уголовном кодексе, в Гражданском процессуальном, и в Уголовном процессуальном, и в процессуально-исполнительном кодексе административных правонарушений, в которых четко прописано, какие доказательства являются допустимыми. Дело в том, что в той же 27 статье, что имеешь право не давать показания против родственников, прописано: доказательства, добытые с нарушением закона, не имеют юридической силы. Сразу скажу, что в наших судах это почти не прокатывает. Но все равно это надо делать. Когда говорят, что, извините, доказательства, добытые с нарушением закона, если вы смотрите американское, говорят, вон, насмотрелся американских фильмов. Там даже тот же пистолет, который, предположим, изъят у преступника, но он неправильно оформлен, не зафиксирован при свидетелях и прочие вещи. Все знают, что это, но его суд исключает как доказательство, добытое с нарушением закона. Не имеет юридической силы. Что такое допустимое доказательство? На примере. Вот денежные отношения. Взял в долг, а потом тебе не отдали, подаешь в суд, докажи. В Гражданском кодексе четко прописано: а доказательством может быть только расписка. Никаких свидетельских показаний, ничего другого, ни аудиозапись, ничего не идет. Только расписка. То есть это допустимое. Все остальные доказательства недопустимы. Или же та же аудиозапись. Вот кто-то незаконно включил, без предупреждения включил аудиозапись. Вот мы с вами где-то разговариваем, мы включили аудиозапись, а потом в суд. Извините, если там не содержится информация об уголовном преступлении, или готовящемся, или совершенном, в Гражданском процессуальном кодексе прямо прописано: скрытая аудиозапись не может судом приниматься. Как бы вы ничего не хотели, то есть это недопустимое доказательство. То есть скрытая аудиозапись. Поэтому все доказательства должны быть четко прописаны. То есть они должны быть закреплены, как они называют. То есть понятыми. Вот изъяли из сумки. Вот я был с одним парнем, пример такой. Его захватили на вокзале с кучей газет. Приехал. Они ожидали, видимо, открыто разговаривали, его ждали и прихватили. Примерно вашего возраста. Я прихожу. Лежит на столе сумка. Здесь лежит. Он сидит, и старший лейтенант, этот молоденький, эту сумку с собой тягает. А потом сидят патрульно-постовой службы, которые, видимо, его задержали. И вот он решил или в туалет, или куда, взял эту сумку, и чтобы не оставлять здесь, вынес ее. За дверь куда-то сходил, потом вернулся. Я говорю: все, парень, можешь эти газеты брать себе на потом. Я не знаю, что ты туда засунул. Все, то есть доказательство добыто с нарушением закона, не оформлено как положено. Он должен был взять понятых, твоя сумка, вызвать понятых, составить протокол изъятия, все пересчитать, тогда вопросов бы не было. А если он ничего этого не сделал, а уже потом, когда он с этой сумкой побегал по коридорам, где-то по другим кабинетам, ну и до свидания. Ну и таким образом парня, где предъявить нечего, парня отпустили. Это одна часть допустимого. Ну и другая сторона допустимого – это ваш морально-нравственный выбор. Да, вы как свидетель обязаны давать показания. Но вы еще говорите, среди моих друзей, в моем окружении это считается подлостью. Да, я знаю, что мне там сутки штраф будет, но это мой выбор. Я ничего говорить не буду. Туда вам за отказ от дачи показаний сутки или штраф там что-то будет. Но это уже будет ваш морально-нравственный выбор. То есть система плод таким образом работает. Так, ну что, может, прервемся немножко? Да, можно. Все тогда, да?
Ну, пока что. Небольшой перерыв. Я бы хотел бы не для этого, я, к сожалению, Хорошо. и Сейчас есть пока несколько перерыв. вещей. А потом еще будет сколько? Нет, Прилично? Час? ну, еще будем, да. Ну хорошо. Дело вот в Так, чем. хорошо. Я тут не хочу... Пока учить запись ментов. останавливается. Есть вещи, которые я хочу вам рассказать, но которые не для ушей ментов. Не надо